программе, в рамках которой наш сегодняшний семинар проходит. Семинар наш проходит в рамках бюджетной программы Министерства сельского хозяйства по распространению знаний для сельхозтоваропроизводителей на бесплатной основе. Существует такая программа в поддержку сельхозтоваропроизводителей, на основании которого сельхозтоваропроизводители могут обращаться, получить необходимые знания или повысить квалификацию персонала. В любых производственных задачах требуются знания, поэтому при возникновении таких задач прошу обращаться к нам, мы, соответственно, вам организуем необходимые мероприятия по распространению знаний. Это может быть семинар с практическими занятиями с экспертами, это может быть вебинар, то есть в онлайн-формате, и это может быть консультация. Содержание нужно обратить внимание и понимать, что такое обработка почвы. В целом это механическое воздействие рабочими органами машин и орудий для формирования наиболее благоприятных условий для возделывания сельскохозяйственных культур. Основные задачи, которые решаются различными приемами обработки почвы, это в первую очередь придание пахотному и посевному слою наилучшего строения, оптимизации, улучшения его агрофизических свойств, поддержание благоприятного водно-воздушного и теплового режима, что немаловажно в регуляции процессов микробиологии, накопления воды и так далее. Регулирование питательного режима как целевым размещением удобрений, так и регулированием интенсивности микробиологических процессов. С помощью обработки почвы регулируются процессы развития и предотвращения эрозии, создаются условия для увеличения мощности и окультуренности пахотного слоя, создаются формы микрорельефа, обеспечивающие высококачественное проведение последующих полевых операций. Приемов обработки почвы, которые у нас применяются в производстве, и их масштабы. К сожалению, в статистических учетах данные обработки, которые закреплены в ГОСТе, они не учитываются. В целом можно оценить применение влагоресурсосберегающих технологий по стат-данным, которые включают измельчение разбрасывания соломы, использование посевной техники с анкерными сошниками и площади под химической обработкой предпосевной. Прошу обратить внимание на данный слайд. Будем к нему периодически возвращаться в течение презентации. Здесь я хочу показать то, что в период с ноября по март у нас, получается, выпадает примерно 80-90 мм осадков. За счет этих осадков у нас происходит ежегодное пополнение почвенной влаги, и оно поддается регулированию за счет переноса снежных масс при активной ветровой деятельности и так далее. Ну и в заключение хочу показать галерею почвообрабатывающих орудий, которые разрабатывались и применялись в основном в нашем регионе. Это комбинированное орудие плоскорез глубокорыхлитель с игольчатой бороной в работе. То же самое под разную мощность трактора. Комбинированное орудие глубокого плоскореза с щелевателем для углубления пахотного слоя, разработки бурной подошвы и так далее. Техника разрабатывалась в 60-х, 70-х годах. В работе она, с разными вариациями, она у нас до сегодняшнего дня присутствует. Вот, пожалуйста, свежие агрегаты на выставке. Конструктивно они практически не отличаются от зарекомендованных в нашей зоне орудий. КБ разрабатывали различные вариации и возможности. На данном снимке рама плуга установлены в лапах глубокорыхлителя. Переворачивают раму, навешивают корпуса с плугами, получается отвальное орудие. Работы были разные. Очень плохо, что сейчас на рынке нет аналогов данного орудия ППВ-2.2, который совмещал в себе глубокую обработку почвы, борьбу с корнеопрысковыми сорняками и внесение минеральных удобрений.
раньше были, но сейчас современных аналогов найти достаточно сложно, чтобы на глубину 16-18 сантиметров внести удобрение и обработать. Более современный аналог, но он работает до 10-12 сантиметров. Паровые культиваторы тоже имеют большой эффект при, опять же, при хорошей настройке. Получается высокая производительность при хорошем качестве. Собственно говоря, благодаря тому, что есть гульстрим, это условия более теплые, у них короткая непродолжительная зима чаще всего, то есть 2 месяца. Поэтому в данном регионе большое количество различных озимых культур, на которые многие смотрят и когда видят, что там дают урожайность, давайте думаем у нас. Но на самом деле у нас тут зима более продолжительная до полугода, то в отдельных случаях бывает и больше. Теплый безморозный период у нас всего около месяца, потому что осадки, то есть температура отрицательная у нас как в июне, так и в августе могут наступить. И вот тот случай, когда вы все говорите про прорастание пшеницы, многие забывают, что был у нас 2009 год, когда была морозобойная пшеница по всему региону. Многие вот этого не знают. Мы это также заставали. И в большом случае это является такой же проблемой для выбора срока сев. То есть сейчас многие стараются более поздно сеять. 3 декады мая, в начале июня, но забывая о том, что у нас могут опять наступить дождливое лето, к примеру, то бывают такие вот опусы, что вот почему у нас на тяжелых суглинках не идут. Если мы смотрим песок, ну вот такая вот у него частица, грубо говоря. Если мы говорим про илистую, или, ну вот такая частица. Вот, то есть чем больше они в почве прилегают, тем больше эти частицы могут удерживать воды. И если вы будете смотреть разницу между частицами, частицы воды удерживают только поверхностью частиц. То есть, естественно, будут пустоты. Почему мы говорим, что легкие, песчаные почвы, там, они в первую очередь созданы для нулевой. Почему? Хорошая фильтрация, то есть, естественно, смысл обрабатывать, если у них поры изначально больше, чем здесь. А у нас, во-первых, мало того, что это почва, поэтому они удерживают большое количество. Так кроме этого, в этих почвах находятся вот натрий ионы и того же калия, опять ионы. А они приводят к тому, что, находясь внутри этих частиц, они еще усиливают адсорбцию воды. То есть вот эта фильтрация низкая, которую Владимир Владимирович проксил, тем, что они вот здесь сидят на поверхности почвы, и поры заполняются так водой, что фильтрация уже ухудшена. И для того, чтобы улучшить фильтрацию, как раз таки необходимо провести обработку почвы. Чтобы разбить вот эти комочки, они были более уверены, их промачивание хорошо шло. И фильтрация, соответственно, увеличилась. Потому что фильтрация еще мало того, что тяжелые с почвы, тяжелосуглинистые в большинстве случаев, в регионе, так потому что они еще натрия содержат и калия высокое содержание. Это еще сужает вот эти поры, через которые на необработанных фонах влага может поступать. Наша лаборатория аккредитована по этим показателям. Мы как бы выдаем протоколы, которые официально считаются достоверными. Извиняюсь, на коммерческой основе могу привести кусок земли и проверить? Не кусок земли, кусок почвы. Земля — это планета. А сколько надо, как его надо отбирать правильно? А вы сами не отбираете? У нас есть в аккредитации, мы оказываем услугу отбора почв, но единственное, мы отбираем, выезжаем, когда образцов не меньше 80, потому что нам машина, командировочные ребята, особенно если далеко находятся. Гектары, там в зависимости от количества образцов, которые вы на поле отбираете. Нидерланды, которым мы определяем автоматически подвижный калий по Мачинину, подвижный фосфор по Мачинину, подвижная сера и азот нитратов. Это вот фосфор определялся. Делается вытяжка, ставится, и прибор сам
отбирает, сам приливает реактивы, засасывает, проводит по пламенному фотометру, и уже на компьютере, вы там, кстати, видите вот табличку, уже сегодняшние результаты по фосфору. Если мы обратим, то наши все черноземы у нас скоплены на севере. Это самые плодородные, да? Поэтому я и студентам всегда говорю, и это, что нам нужно, по крайней мере, ну не ухудшить, сохранить то, что есть, и вот пользоваться нашими богатствами рационально. Это почечная карта. Вы вот берете несколько точек, и вот это делаете в этой клетке смешанный образец. И вы нам ее сдаете. Вот это. Там в 10 гектарах смешанный. Да, вот этот смешанный образец. И потом и так с каждого это. Вот понял. если наши ребята... Смешанный образец это с 10 гектар один. Да, Один вот мешочек. это вот Всё, с одной сетки. теперь понятно. Если наши ребята приезжают, у них машина, пробоотборник, они, по-моему, делают от 15 до 20 уколов. Тын-тын-тын, и все в один мешочек, и нам сдают. Как бы это более точно. Тогда Какой глубины берем? 0,30-0,20, ну, в зависимости. Ну, вот. Уважаемые участники, у нас по программе предусмотрена выдача сертификатов, подтверждающих, что вы прошли курс обучения. Казаков Игорь Анатольевич. Начаев Рулан. Кожабаев Медет. Пожалуйста. Бигаринов Марат Зарлыкович. Беглицева Вадим Юрьевич. Нургалиев Мадьяр Маликович. Конкожин Данияр Бекмухамедович. Габдулин Аслан. Есимбаев Жанат. Ибраев Марат. Ибраев Нурлан. Так, Ибраев Нурлан. Мишин Сергей Владимирович. Тертов Николай Анатольевич. Крот Анатолий Михайлович. Сулейменов Жомарт Нурланович. Казаков Юрий Юрьевич. Ахмеров Чингиз Маратович. Активный участник. Акимханов Хайрулла. Дусаев Валихан. Валихан, я? Коньков Анатолий Анатольевич. Абил Каиров Азат Абил Хайрулов. Губашев Азат Галымович. Так, уважаемые участники, поздравляю всех с участием в семинаре.